На прошлой лекции, дорогие братья, мы говорили о том, кто является преуспевшим, и мы разъясняли то, как некоторые люди понимают слово «преуспевший». Одни равняют его с мирской жизнью, однако на самом же деле преуспевшим является тот, кому всемогущий Аллах даровал верное руководство, по которому он служит милостивому Аллаху и не взывает ни к кому и ни к чему, помимо Него. Если ты полноценно служишь Аллаху и стремишься к Его довольству, то ты и есть преуспевший. Преуспевший он тот, кто в явном и сокрытом, и в делах и помыслах помнит о том, что свидетелем всего явного и сокрытого является Аллах, и не забывает об этом. Он следит за тем, что он говорит и что он совершает, и не обманывается мыслями о том, что люди не знают об этом, ведь его страх прежде всего основан перед Аллахом. Он тот, кто убежденно верит в то, что его слава и преуспеяние заключается лишь в покорности Аллаху, свят он и велик. Он тот, кто не отвечает взаимностью на несправедливое отношение к себе и не ведет себя невежественно по отношению к тем, кто повел себя невежественно. И как бы дурно и безнравственно с ним бы не обошлись, он отвечает взаимностью, присущей прекрасному нраву, проявляя красивое терпение и наилучший нрав. Он тот, кто искренне ради Аллаха и Его довольства прощает своих братьев и сестер и находит им оправдание. Он тот, кого полюбил Аллах и сделал преуспевшим. Аллах полюбил его. Затем его полюбили все ангелы на небесах. И после Аллах даровал ему любовь верующих мусульман. Он и есть преуспевший. Преуспевший он тот, кто любит дом Аллаха и дорогу, ведущую к ней. Подобно горящей лампе в мечети, даже покинув ее, его сердце и мысли остаются в доме Аллаха, мечтая снова вернуться в него. И он любящий дом Аллаха. Он тот, кто расходует из того, чем наделил его Аллах, и не испытавший утоления своего голода в трапезе наедине с самим собой, размышляя над тем, кого же ему позвать и обрадовать тем, чтобы накормить его, будь то сосед или абсолютно незнакомый человек, и это проявление огромной щедрости.